и правительство, они двигались в этом направлении. Дорога была очень сложная, тернистая, порою казалось, что совсем дорогу потеряли, склоки, предательство. Некоторые депутаты бывшего парламента Ичкерии работают в парламенте кадыровском, промосковском парламенте. Некоторые перебежали, некоторые побежали к Кадырову, чтобы он приласкал, он их использовал, выбросил как шелуху. Разные были люди, я не хочу сейчас, я своим принципам изменять не буду, я не буду называть имена, я не стану никому судьей. Придет время, общество чеченское и власти чеченские дадут оценку каждому поступку и каждому действию того или иного человека. Но здесь я хочу тебе сказать очень важное в назидании нашим братьям, нашим друзьям вот о чем. В этом движении, вот в этой 20 лет, больше 20 лет движении, если бы не были бы люди, которые стояли против оккупанта, политически, не только с автоматом в руках, совершая какие-то диверсионные действия, политические, которые на разных мероприятиях, на разных форумах, глядя в глаза врагу, на их площадке, будь то Москва, будь то Ставрополь или Пятигорск, или, неважно, Санкт-Петербург, Берлин, Лондон, где бы это ни было, были люди, которые ежедневно напоминали, что чеченцы есть, чеченское государство существует. И вот это сам факт того, что люди заточенные, именно люди, которые без сомнения являются носителями вот этой свободы и государственности, они существуют. Вот этот сам факт не давал вот этому огню независимости погас. Теперь я тебе хочу сказать вот о чем. 90-е годы, когда чеченцы провозглашали вот эту независимость, они значительно легче это сделали. Последние годы это были годы очень опасные, потому что в самой чеченской среде появились люди, которые пытались осознанно или неосознанно, этому тоже будет дана оценка, размыть само понятие власти Чеченской Республики Ичкерия. Создавали разные группировки, создавали разные под названием, осознанно не буду называть ни одно название, вот эти, и они растаскивали его, и со стороны можно было посмотреть и увидеть, что здесь нет ничего, что осталось бы от такой емкой власти, которая могла бы представлять государство. Такие удары наносились особенно последние годы. Пытались дискредитировать, называя себя внутри самой власти, пытались дискредитировать вот эту власть. Это была особенно большая опасность. Я и в наших с тобой выступлениях, когда мы говорили, когда полгода назад вот это чеченское правительство во главе с Закаевым с Польши на натовском вертолете повезли в Украину, тогда началось то, что потрясло нас всех, многих чеченцев. Со всех щелей вдруг повылазили люди, которых мы считали, что они являются нашими сторонниками, люди, которые являются носителями, и какие начали наносить удары, какие были откровенные попытки дискредитировать власть, чеченскую власть, дискредитировав вот эту власть, фактически хотели размыть контуры государства. Я хочу по этому поводу, давай мы с тобой немножко поговорим образами. Давай образно. Вот плывет корабль или пароход, плывет по морю или океану, волны моря бушуют, а там дети, женщины, старики. И вот этот корабль надо повести его. И вот здесь появились люди, они говорят, мы недовольны капитаном. Он хромой, он косой,
он там прочее, десятое. Но он ведет корабль в какой-то порт, он к пристани какой-то ведет. И многие люди, в том числе и я, мы говорили, подождите, он ведет корабль, остановитесь. Мы, когда придем к пристани, они придут, когда мы людей высадим, когда будет безопасно, мы посмотрим его квалификацию, мы посмотрим. И под предлогом того, что они недовольны капитаном, они вдруг начали наносить из всех видов орудия, ракетные, артиллерии, авиации, удары. Они говорят по капитану, но они били по кораблю. Они били по кораблю под названием Ичкерия. Они хотели потопить этот корабль, чтобы не состоялось вот это признание независимости. И теперь со всех щелей, как клопы повылазили и запели соловьями, что кто внес. Мы знаем тех, кто совершал вот эти нападения. Нам непонятно. Я говорю, когда я говорю Ассамблея народов Кавказа, я говорю те активы, которые стоят вокруг нас, и нас очень много. И поэтому это очень важно. И теперь здесь тоже мы должны обязательно придать значение к тому,